практически в лаборатории была. Argen erklärt tecrübeler buluşuyor. Çünkü bazı danlılar, instrumentlar, hareketler var çok büyük. Они и birinci слайдный пусят. Тут перейду на русский язык, чтобы всем было понятно. Все, с чего началась вся идея, в общем, началась она с того, что на ресурсе Медузы была вот такая замечательная публикация, как узнать больше о воевавших родственниках. И в рамках данного бранча мы решили как сделать небольшую презентацию, опыт, как вы видите. Да? Второй это гигантская база данных мемориал. И третий это не менее гигантская база данных люди и награждения. Все они очень полезные очень. И обо всех вот Медуза писала, так что в принципе как бы не запомнить сейчас, можно обратиться на сайт Медузы и посмотреть оригинальную статью, что они советуют. Следующий сайт. Итак, начнем мы с ОБД Мемориал. Стартовая страница себя представляет вот такой вот замечательный анкета, не анкета, ну, поисковик очень умный, да, то есть здесь очень много различных критериев. Здесь как бы вот существует несколько вот, основной поисковик, вот рядом есть расширенный поиск, он гораздо больше, там еще больше количество критериев. И здесь, как правило, в принципе, мы с вами обычно знаем, представьте, так вот рождение, фамилия, имя, может, отчество еще. Сейчас мы посмотрим, как работает. Следующий слайд. Итак, я искал своего прадедушку Гайсина Абдляхата Абдуллаова. Гайсин Абдляхат Абдуллаов. Вот это как раз вкладка расширенного поиска. И здесь с левой стороны мы можем посмотреть, где мы можем искать, а справа мы видим критерии, по которым мы можем искать. И здесь уже их, ну, вот, правда, гигантское количество. Здесь абсолютно все, что у вас есть, мы можем включить. То есть, если есть последние письма, и у вас есть, допустим, воинское звание, это одна история. Если вы точно знаете, что существует дата выбытия, потому что в письме похоронки лежат треугольничек, и там есть дата выбытия, то можно забивать ее. Опять-таки, та же дата рождения, место рождения. Если вы знаете место призыва, место службы, то все, в принципе, это вам поможет уточнить какие-то. И, соответственно, с левой стороны здесь можно сразу поставить галочки, где мы ищем, что мы хотим получить. Чем больше галочек поставим, тем больше шанс, что мы что-то найдем. Следующий сайт. Итак, результаты по поиску Гайсин А. Итак, Гайсин Ахат, потому что сильно сомневаюсь, что он был как Ахат. Да, и как бы вот здесь логика, да, вот выпадает 5 человек. Мне здесь не повезло, как бы, потому что формально никто мне вообще не подходит. Почему? Потому что он должен быть Гайсин Абдляхат Абдуллович, здесь есть А и Ш, и он должен был быть рождения года 1907, есть вот один. Да, вот эта вот штучка означает обелиск, то есть это братская могила. Это братская могила, но он не подходит, потому что он АФ. Да, и, соответственно, у остальных годы выбытия уже не подходит. Ну, как бы вот не подошло. Следующий слайд. Вот это я уже набрал Гайсин Ахат. Да, и вот он сразу нашелся. Пункт номер 1. Гайсин Ахат Габдулович, 1907 года рождения, выбыл 11 месяца 1941 года. Мы кликаем вот на эту циферку 5, ищем А, и выходит гигантский документ, он большой, я вырезал только строчку, которую мне нужно. Плохо видно, я вам прочитаю. Итак, здесь впереди номер я его вырезал, да, здесь написано Гайсин Ахат Абдулович. Дальше идет, а дальше что тут значит написано? Это национальность? Солдат. Солдат написано. Дальше стрелок написано, дальше беспартийный, дальше год рождения, деревня, то есть где родился, деревня Бейшев, Заинского района, ТСР. Дальше, что тут значит? Заинский РВК, ну то есть призван он был в районном комиссариате города Заинска, соответствующий ТСР. Вот это дата призыва, 23.04.41, то есть на следующий день после начала войны он был призван. Дальше идет, признан там, это значит, выбывшим, ну, соответственно, дата там, когда его признали выбывшим из этого. Здесь его родственники, жена Гайсина Аминер, и где она живет. То есть это Бегишева, Заинского района, ТСР. Признали его выбывшим 11 1941 года. То есть, да, мы точно не знаем, когда он умер, ну, пока, по крайней мере, не знаем, на самом деле мы теперь все знаем. Просто попозже я вам расскажу, как мы все это узнаем. Итак, следующий. Вот дальше следующая вариация, да, и опять-таки, вот так всегда так. Гайсин Ахат Абдуллович, да, это тот же человек. Очень может быть, что в одной базе данных ваш дедушка там или бабушка существует под разными именами совершенно, потому что их могли писать совершенно по-разному.
В данном случае документ немецкий, да, и здесь он уже Охат Абдулович, да, и здесь, соответственно, у нас есть дата вбытия, есть, более того, лагерь военнопленных, который находился, я вам скажу, под городом Торонью. И, собственно говоря, сейчас мы откроем эти замечательные документы и посмотрим. Итак, вот это карточки военнопленных, которых вываливаются, когда мы туда щелкаем. И здесь все очень подробно. Все очень подробно. Как бы сначала это вот лагерная карточка оформляется на каждого военнопленного. Что здесь важно? Здесь очень важно вот это вот, допустим, вот эта точка, воинская часть. Мы с вами знаем, что он служил в 225-м стрелковом полку. Это очень важно, это прошу запомнить. Это нам очень с вами пригодится. Итак, доставлен в лагерь 30.01.41, то есть 30 января 41 года. Лагерь номер Шталак, это что, 20, нет. Цель что какое? 302. Так, дальше пошлите. Бикишева, это мы все знаем. А когда он попал в плен? Давайте спросим. А вот, 13 пункт. Когда и где попал в плен? 23.07.41. Ой, это я, да? Простите. А я еще думал, что же? Калининская область. Да, и, соответственно, тут много интересных там этих данных. Да, вот профессия, допустим, Мелькер. Это я даже прочитать не могу. Это, я не знаю, что такое на самом деле. Но я как-то не интересовался, потому что недавно такой документ дошел, но вот мне интересно. Что это? Кто по-немецки знает? Никто не знает по-немецки. Да? Но на самом деле, скорее всего, это означает маслобой, потому что он был инженером. Как бы на маслобойном заводе. Наверное. Хочется верить. Итак, да, и еще один важный пункт. Вот здесь вот умер, да, и мы знаем, когда он умер. Он умер в 8 месяце 42-го. А не 11.41, как нам говорили наши замечательные источники, ну, по крайней мере, тех, кто наследует. Можно следующий слайд. Спасибо. Теперь мы переходим на следующий ресурс, он называется «Память народа». Он, в принципе, представляет такую же базу данных, то он показывает нам обычно историю частей и людей, которые служат в конкретных частях. Да, и что мы с вами делаем? Следующий слайд, пожалуйста. Мы с вами вбиваем 225-й стрелковый полк. И у нас сразу выходит с вами 225-й стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии первого формирования. И я сразу смотрю, мой дед призвался 23.06.41. Первое формирование 22.06.41. Это как раз то формирование, которое нам надо. С левой стороны будет боевой путь части, где он служил. Можно следующий слайд? И вот он, в общем-то, расчертен. Как, что и где. Начало пути, как вы видите, было на Украине. Потом их перебросили на Псков. Да, я здесь по датам уже делаю выборку. Да, вот он в плен попал 23.07.41. У меня вот эта дата и стоит. Я знаю, что там есть 7 документов частей, которые находились в это время, в этой точке, в которых упоминается этот самый несчастный полк. Можно нам, пожалуйста, открыть один из документов? И вот этот замечательный документ. Вот здесь сразу можете посмотреть, какие части есть. Да? Вот здесь вот. Допустим, вот 1-я армия, Северо-Западный фронт, 11-я армия, 16-й стрелковый корпус, 22-й стрелковый корпус, 27-я армия, 237-я стрелковая дивизия, 70-я стрелковая дивизия и 3-я непонятно чего. 27-я армия – это как раз то место, где и в составе которого и находился 23-й стрелковая дивизия. То есть, в общем-то, я это знаю, потому что в Википедии покопался, не потому что мне прям все известно. И вот мы с вами находим. Вот здесь вот она красится. Эх, блин, плохо видно, заранее. А вот, 23-я стрелковая дивизия, да, и тут, в общем-то, там, я вам просто скажу, перешла в этот, как она называется, совершила, в общем-то, она какой-то там удар какой-то под местностями, вот здесь 4 населенных пункта. Все они находятся в районе современной Псковской области, возле деревни, ну точнее возле города Старая Руса, или как он там сейчас называется. Он конкретно за город Локонь они били, да? И вот мы знаем, что, по крайней мере, один из документов нам говорит, что у меня дед попал, ну, прадед попал в плен во время вот этой замечательной битвы. Следующий документ можно? Альтернативный, да, документ. Насколько я помню, это уже документ самой дивизии. Нет, не дивизии, это документ. Нет, 27-й армии. Самой 27-й армии, а печатный документ, это был документ фронта, это журнал «Боевых вести фронта». И здесь ситуация совершенно другая. Вот эта вот строчка, она нам рассказывает. Вот видите, 188-я стрелковая дивизия, 89-я стрелковая дивизия, 23-я стрелковая дивизия. И автор документа пишет, что город Локонь был сдан
потому что 180 какая-то 89-я, 23-я дивизия отказались за него сражаться. А 89-я дивизия просто бросила и оставила позиции. И как бы по факту мы потом с вами откроем Википедию и узнаем, что как бы есть еще на самом деле точно такой же журнал боевых действий самой дивизии. И дивизию на самом деле разгромили еще по сути 21 числа, образовалось 3 котла, и все они сражались независимо друг от друга. И только часть дивизии смогла выйти, а остальные просто выйти не смогли. Уже 23 числа некому было защищать город Лопарь. Или не было уже, она была уничтожена. И на самом деле правильно, она была уничтожена, и в принципе тоже фиксируется, но в другом документе, я его не стал показывать, между двумя озерами, которые находятся возле деревни Кавидель, по-моему. Ну, какое-то такое финское название, я не очень понимаю. Ну вот я так предполагаю, что вот мой бабай попал в плен там. Итак, вот такая печальная судьба. Мы, по крайней мере, можем проследить, да, то есть как где-то призвали, как фонд формировался, как он сражался. А сражался он на самом деле недолго, потому что, поверьте, 24.07, да, призвался он 23.06, через месяц он уже в плену, а через 4 месяца, ну точнее не через 4, а через год он уже мертв. Следующий, можно, пожалуйста. Следующий ресурс, вот он, ну в принципе это тот же ресурс, да, и тут как раз я вам хочу рассказать о том, какие варианты могут быть, и что надо искать на самом деле. На самом деле искать ничего не понятно. Вот эти два человека это один и тот же человек. Вот здесь кто-то написал его Шафитов Кузя, а здесь его написали Шафиков Хуза. И более того, существует еще один документ, где он написан Шафиков Буза. И это все как бы на одном ресурсе, в одном месте, это одни и те же документы про одного и того же человека. Более того. Но каждый раз, грубо говоря, выборку по именам нужно делать таким образом, максимально расширяя ее, допуская, что какой-нибудь замечательный выходец из Ивановской области, который первый раз видит живого татарина, мог как-то не очень правильно написать имя этого замечательного татарина. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, и здесь уже, допустим, точно такая же выборка. Да? То есть если мы выбираем фамилии, их будет огромное количество. И здесь у нас с вами есть сразу критерий выбора. Если мы с вами знаем, какие у него были награды, то мы можем выбирать по наградам. Соответственно, будут выходить опять-таки номера частей, места призыва, военкоматы, которые на предыдущем сайте на ОБД будут вам помогать делать более подробную выборку, чтобы реконструировать и боевой путь, соответственно, что произошло, и как все это было, и насколько все это печально. Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, вот перед нами этот самый Шафиков Хуза на левом слайде и Шафитов Хузя на правом слайде. Это один и тот же человек, как вы понимаете. Вот, в общем-то, перед нами в данном случае это учетная карточка и регистрационная карточка. Я вам тайну расскажу, его ранили в 1944 году во время освобождения Ленинграда, ну, как бы размыкания осады, наверное, правильно так по науке сказать. И, собственно говоря, после этого его перевели вот в этот самый запасной батальон. Какая у него там номер части? Ну ладно, не суть важно. Ну, в общем, тут здесь видно. Да? И, соответственно, вот он во второй рот, когда попал, заполнялась вот такая замечательная карточка, где, по крайней мере, очень много всяких интересностей. Да? Включая образование, допустим, да? Вот там есть партийность, национальность, основная гражданская специальность. Да? Допустим, он пишет беспартийный татарин Столер. Все очень интересно. Я вот не знал, что он как бы еще и был Столером, на самом деле. Ну, мне было интересно. И вот мы здесь знаем, да? Ранен 14.02.44. Вот это не совсем непонятно. Ранен в смысле немцами, что он не самострел. Да, вот мы об этом говорили, как вредительство было распространено с 42 года, даже не 42, по-моему, с конца 41 практически. Если тебя ранили, ну, по крайней мере, легко, ты должен был прийти, сам дойти до госпиталя, по крайней мере, притащить с собой 2 свидетелей, которые скажут, что ты не самострел, что ты не сам себя отстрелял ногу. Если там бой кровавый, значит, и таких возможностей нет, то ты терпишь, пока появится возможность, чтобы вам втроем уйти, они скажут. Если ты не умер еще до этого, ну здорово. А если умер, ну все. Итак, справа документ немножко другой, да, это как раз вот учетная карточка о том, что он прибыл и как бы ожидает распределения в другую часть. Я вам скажу, что дальше, в принципе, его практически сразу демобилизовали, так как у него была гражданская специальность. Его просто отправили восстанавливать Ленинград, и он там проторчал до 48 года практически. Вот это вот важно, да, опять-таки вот о том, как пишутся имена. Вот ее зовут Эсме, а здесь написано Амза. Вот этого человека зовут Делив должно быть, а здесь вообще непонятно, что написано. И, соответственно, здесь вот опять-таки Шереметьевский должен быть, красная карта слова тоже используем. Потому что, допустим, есть точно такой же документ, где написано Шароматский район, деревня Красная Подка.
И как бы вот найти вот по деревне Красная Подка человека, который призвался с красной картой, тоже вообще нереально практически. Да, вот такая достаточно большая такая проблема. И вся проблема, в общем-то, всех вот татарских имен, которые мы пытаемся найти. Но на самом деле, в принципе, это вполне все искабельно, потому что вот эти документы я нашел 2 дня назад. Я вообще долгое время не знаю, как это все искать, потому что как бы он с фронта вернулся живой, но что, где он служил и как все это было, ну, никто не взял, не было. И вот, по сути, из горячей печки он стоит документы. Следующий слайд, наверное, последний уже, да, ну, в связи с этим, последний очередь, наверное, но не сам последний по смыслу, надо сказать вот что. Начиная такой поиск, тут нужно оптимизировать этот самый поиск, не кидаться, что называется, сразу в омут, а найти некое максимальное количество сведений, которые максимально могут ограничить эти самые количество листов, которые придется выбирать. Это могут быть любые воспоминания, это могут быть даже легенды, которые могут ограничить фронт, они могут ограничить город, возможно. Они могут ограничить хотя бы место призыва, год призыва, потому что все это очень важно. На самом деле вот это все делается, не выходя из дома, за 15-20 минут. Понятно, что да, есть еще замечательный Подольский архив, можно просто записать заявление, прийти в наши районные военкоматы, чтобы они дали там какие-то документы. Это тоже можно сделать, но это долго, и в принципе там надо что-то знать. То есть если ты едешь в Подольск, кроме имени как минимум, нужно знать еще и номер части. Без номера части там делать нечего. Вот эти вот ресурсы, они помогают реконструировать вот это вот, по крайней мере, базис. И восстановить вот этот вот боевой путь некого нашего родственника в тех деталях, которые важны для дальнейшего поиска, для установления места его погребения, для установления каких-то важных деталей, возможно, награждений. То есть вот тот ресурс, который говорит о награждении, там на каждом имени, соответственно, когда ты щелкаешь, там говорится еще приказ награждения. То есть там прям строчка. Какой именно подвиг он совершил, за что ему дана та или иная медаль, посмертно, не посмертно, то есть обстоятельства. И люди, которые знали его, перечисляются, и как, кого он прикрыл, кого спас, сколько немцев убил, и так далее, и тому подобное. Все, на этом мы короткий спичек. Подольск тоже скажу, да? Не обязательно ехать в Подольск, если, допустим, возникла мысль, например, что туда сделать запрос, то есть любое архивное учреждение обязано ответить на ваш запрос по элементарно, по обыкновенной вот почте, не электронной, к которой мы сейчас привыкли, а почтовой такой, чтобы бумажка была. Мында айтылмаган бір ресурс, Хатыр китабы, книга памяти, да, Дагестан тоже там можно найти информацию. Вот мой частный случай у нас ikki yil әлі 2013 жылға қатты менің бабайым әлі хабарсыз сыйлаған болып саналған. Бізде 2013 жылда Хатыр китабы ресурсында енді ол қайда өлген һәм ничек өлген деген мәлімет барлыққа келді. То есть мы буквально 3 года назад узнали, что все-таки не без вести пропал, был ранен и умер в госпитале там. И умер на год позже, чем считали в семье. То есть такая личная история. Поэтому если там среди ваших родственников, друзей есть люди, у которых еще дедушки, там, прадеды считаются среди без вести пропавших, информация постоянно обновляется. Информация обновляется, появляются новые данные. Действуют поисковые отряды, которые находят тела, да, погибших, и по ним тоже информация появляется, да, по жетончикам солдатским. То есть постоянно информация обновляется и продолжается огромная большая работа. И я думаю, что страница истории, да, изучения, исследований Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, она не закроется еще очень-очень долго. Да, вот мы говорили, и в заключение я тоже хотел сказать, вот, слушая Диана Иканина, надеемся, что еще при нашей жизни все-таки будет окончательная цифра названная потерь. Вот буквально 2 месяца назад был доклад в Государственной Думе, где одним из официальных лиц были названы иные данные о погибших. Да. Если до последнего времени значилось 27 миллионов погибших, да, то сейчас информация о 42 миллионах погибших. Ну, это из потолка, это взято с потолка. Многие историки раскритиковали. Ну, есть критика, да, но самое главное, что там говорится о том, что ведь раньше до последнего времени было 11 миллионов потерь, да, значилось 11 миллионов.
Здесь 18 миллионов потерь. И все-таки есть своя доказательная база. Возможно, это число уменьшится, да, там не 42 миллиона, это еще спор историков, спор специалистов. Но все-таки речь идет о том, что погибших и умерших гораздо больше. И вот мы, к сожалению, не успели задать вопрос, да, и все-таки эта тема, наверное, таким риторическим вопросом и останется, да, сколько людей, сколько косвенных демографических потерь, да, сколько девушек, сколько не родилось детей, да, в эти годы войны, сколько людей погибло просто от болезней, да. Сколько родить не смогли. Сколько родить не смогли, да. Женщины. Опять же, вот личные истории, у всех этих личных историй много, но менің даванинан көр баласы өлді соғыс уақытында, екі еркек баласы, бір еркек умыша, екі бала өлді. И таких тоже много, да, то есть сколько младенческой смертности тоже есть. Эти цифры есть, это тоже можно изучать, смотреть, и, ну, я не знаю, какие здесь чувства появляются. У девушек, наверное, слезы наворачиваются, да, ну, у мужчин все-таки, наверное, чувствуют, как это такое могло произойти, ну, такая шундай фажиа, шундай хатар, шу биттар турында бізге нәқ фажиға боларақ истаттарға керектір деп ойлаймын. Зур-зур уңыш қана түгел, зур-зур шатлық қана түгел, нәқ фажиға һәм хатар бұл истаттарға керек бұл соғысшылар. Бик зур рахмат келгеніңізге, бик зур рахмат Айсулу Шердянова, бик зур рахмат Илдарға, бик зур рахмат. Разные